Челябинске в 8-й раз стартует конкурс таланта и красоты «Татар-Кызы». У этого проекта долгая и счастливая история. Родившись на Южном Урале, он завоевал весь мир. В этом году впервые отборочный тур прошел в самом сердце Европы – городе Будапеште. А финальную церемонию будет принимать столица Татарстана. Только 12 самых талантливых и красивых татарочек планеты смогут претендовать на корону и титул. Возможно, среди них будет и наша землячка. Кто она? Чтобы это узнать, 8 южноуральским красавицам предстоит пройти через сложные испытания, многое узнать и еще большему научиться. Мы будем следить за всем, что происходит с ними на проекте. А главной темой нового сезона станут семейные традиции татарского народа. Так что и нашим зрителям тоже предстоит узнать много интересного. Первая встреча участниц конкурса проходит на Челябинском Арбате, улице Кирова. Именно отсюда начнется их знакомство с историей татарского народа и Южного Урала. Ведь они неразрывно связаны на протяжении долгих веков. Кировка еще интересна удивительными памятниками о татарском народе. Экскурсию проведет научный консультант Конгресса татар Челябинской области Луиза Алмаева. И это путешествие в прошлое будет очень увлекательным. Мало кто знает, что основатель Челябинской крепости Тевкелев – татарский Мурза. И звали его не Алексей Иванович, а Кутлу Мухаммед. За присоединение Южного Урала к России ему на Кировке даже памятник поставили. Огромную роль в развитии Челябинска сыграли татарские купеческие семьи. Без их участия город мог бы навсегда остаться глубокой провинцией. В конце 18-го, начале 19 веков они не только вывели его экономику на новый уровень, сделав крупным торговым центром, но и внесли весомый вклад в развитие культуры. Первые библиотеки, здание нынешней картинной галереи, магазин «Молодежная мода», главная городская мечеть – все это появилось в Челябинске благодаря татарским купцам. Мы расскажем о том, как жили купеческие семьи 1,5 столетия назад. Для всех татарских семей традиции – это святое, поэтому их жизнь строилась по строго определенному укладу. Муж – главный добытчик, жена – хозяйка и верная его соратница. Супруг мог долгое время отсутствовать дома, сейчас бы это назвали «уезжал на переговоры с поставщиками». И тогда все заботы по ведению хозяйства ложились на плечи жены, а это требовало недюжинных знаний. Поэтому татарские женщины вынуждены были учиться, они всегда славились высоким уровнем своего образования. Богатые семьи обязательно держали прислугу и, по свидетельству современников, относились к ней корректно и с уважением. Еще одной традицией была благотворительность. Татары щедро жертвовали деньги на строительство мечети и медресе и оплачивали обучение детям из бедных семей, причем не только мусульманских. Яушевы, пожалуй, самая известная на Южном Урале купеческая династия. В честь открытия пассажа в Челябинске, в этом здании сейчас находится картинная галерея, они взяли шефство над 10 детьми и полностью оплатили их учебу в гимназии и торговой школе. После революции большая часть семьи была вынуждена эмигрировать. Сейчас потомки Яушевых живут в Японии, Америке и Европе. Убеждать, что изучение истории – дело важное и нужное, наших участниц, похоже, не придется. Интересно, что и среди них есть потомки знаменитых семей. Безусловно, знать свои корни, знать свою историю, именно своей семьи, я считаю, что должен каждый, вне зависимости от того, кто он по национальности, поскольку если мы будем знать свою историю, мы сможем и детей правильно воспитать, и как-то направить их направленно на светлое будущее. Илина Канбекова – внучка классика татарской музыки, композитора Рафаила Бакирова. Как и ее знаменитый дедушка, она живет в Магнитогорске. Илина с детства любит музыку и прекрасно исполняет песни на татарском языке. И гордится своей принадлежностью к старинному роду. Впрочем, вполне заслуженно. Изучение истории татарского народа для них только начинается. Впереди занятия с педагогами, списки книг, которые еще только предстоит прочитать. Но первый и очень важный шаг
уже сделан. Столько раз здесь гуляла, но сегодня я прям по-настоящему погрузилась в эту атмосферу исторического Челябинска, так много всего узнала. Правда, я никогда этого не замечала. А оказывается, вот каждая вещь дышит своей историей, каждый памятник. Мне очень понравилось. А сейчас участницам конкурса «Татар КЗ» предстоит встретиться с маленькими жемчужинами. И если для взрослых татарочек проект только начинается, то для участниц конкурса «Нененджляр» он подходит к завершению. Сегодня у девочек один из заключительных этапов – театральный и интеллектуальный конкурсы. И вот организаторы решились на смелый эксперимент. А что, если несколько заданий участницы двух конкурсов сделают вместе? Кто у кого подглядывает, это еще большой вопрос. Бәйгенең иң кирәкле булганына без яңадан-яңа ышанабыз һәм аңа зур уңышлар баглыйбыз. Час спустя маленькие татарочки уже болеют за больших. Им хватило этого короткого времени, чтобы подружиться. И кто бы сомневался, что с этой головоломкой они справятся легко. Здесь важно другое. Участницам конкурса предстоит научиться действовать как одна команда, прислушиваться к мнению друг друга, с уважением относиться к своим соперницам. Впрочем, опыт прошлых лет показывает, соперничать у них вряд ли получится. Бүгін біздің үшін бик қызықлы һәм көтелмәгән көн булды. Без бәләкәйләр белән бергә ярышта булдык. Алар өчен интеллектуаль чаралар үткәрелде. Без олы кызлар һәм нәненҗеләрнең әниләре белән бергә ярыштык. Ике командага бүлендек. Безгә бик кызыклы сораулар бирделәр. Бик менә без үзебезне команда иттереп туйдык кызлар белән. Татулык булдырдык һәм бик кызыклы булды. Итак, идея объединить два проекта в одном конкурсе, по общему мнению, была удачной. Это и для нас тоже открытие, потому что вот то, что мы наблюдаем, как взрослые наши девочки поддерживают и болеют за маленьких, и наоборот, как маленькие болеют за больших девочек, стараются брать с них пример, это вот, наверное, как раз вот тот опыт, о котором мы говорим, это связь поколений. Можно так прямо сказать. И сегодня было еще мне примечательно то, что после того, как наши старшие Татар КЗ девочки посмотрели эту сказку «Три сестры», они сказали, вот бы нам не подкачать. То есть сегодня наши маленькие нененджляр задали им планку, достаточно высокую. А раз эксперимент оказался удачным, то его решено повторить. В следующей программе мы расскажем о совместной поездке больших и маленьких татарочек в Кунашакский район. Они попытаются показать старинный народный обряд и проявить свою силу, ловкость и находчивость.